Ну, начнем наш урок. Традиционно, в старину, всегда перед началом урока звучал вот этот инструмент музыкальный, древний, опять-таки. Так вот, Аллашиклер кам чевашлаблеть. Урди демелех плечи. Ну, пельмени земдебор. Вы слагала малая, чего слагала малая? Сколько человек не понимает? Он достаточно на русском. Пинкунда Чержура и Витюльге, вы слагала. Древние музыкальные инструменты, старинные. Народ ведь любой практически умел изготавливал свои инструменты, не обучаясь где-то в специальных учреждениях, как мы сейчас вот здесь сидим. В каждой деревне практически были музыканты, а по большей части это были пастухи. А как вы думаете, какие древние музыкальные инструменты? Ну, один из самых древних музыкальных инструментов это что? Что? Не бойтесь. Говорите. Шахлич. Кто руку поднял, говорите. Шахлич еще. Шахлыч. Шахлыч это дудочка, да, или флейта по-другому. Но представь себе 10 тысяч лет назад, 20 тысяч лет назад люди тоже умели веселиться. Они брали, например, вот просто палочки и стучали об колоды, об деревяшки, да. Ну, извините, колода она тяжелая, его на праздник с собой не возьмешь. И вот придумали такой инструмент, как барабан. Чувашское название как? Парапан. Так вот, барабан, он и в Африке барабан. Практически у каждого народа такой инструмент имеется. Вот перед вами барабан, изготовленный практически по древней технологии. Звук здесь извлекает, да. Хочется сказать, что в древних музыкальных инструментах, в различных, применяли различные методы извлечения звука. Звук можно извлекать вообще по-разному. Можно просто стучать, как вот об мембрану, как в барабане. Это фольклорный барабан. И звук здесь извлекается за счет колебаний мембраны. И вообще, что такое звук? Звук это вибрации воздуха, колебания воздуха. И заставлять колебаться воздух, вибрировать можно по-разному. Вот один из методов это за счет удара колеблется мембрана. Это фольклорный барабан, как я уже сказал. А у нашего народа, у чувашского народа, для честности надо сказать, и у многих народов тоже, были вот такие большие барабаны. Такие барабаны чуваши как называли? Туй-барабаны. Свадебный барабан. Вот у вас у всех будут свадьбы. Приглашайте таких барабанщиков, которые будут играть на больших барабанах. И причем на свадьбах собирались не один только барабанщик. Там и другие, конечно, были музыканты. И не один барабанщик, несколько барабанщиков. И как начинали играть, эти звуки раздавались очень далеко, в соседних деревнях было слышно. И народ, конечно, собирался на эти праздники, на свадьбы. С помощью таких инструментов люди проводили не только свои праздники,
но и свои обряды проводили, применяли инструменты. Один из таких обрядовых инструментов это бубен. Слово бубен практически все слышали, все знают. А теперь вы дружно скажете, как он по-чувашски звучит. Тунгар. Тунгар. Так вот, а в старину кто играл на этих инструментах? Шаманы. А кто такой шаман? Кто такой шаман? Тот, который общается с Богом. Да, с духами, да. На самом деле, это был человек, умный человек своего времени, если так вот по-простому сказать. Продвинутый человек. Он знал, что звуками можно лечить людей. Вибрации. Вот представь себе, вот в конце прошлого века, когда Москва начала перестраиваться, дома передвигали с помощью вибраций. Каким образом? Ставили много-много домкратов под высокие дома. Вниз пускали рельсы, куда надо двигать этот дом. И вибромашину включали. Дом начал мелко-мелко-мелко вибрировать. Только вибрация. И небольшое усилие на этот дом, и дом передвигался. То есть, когда вот надо было, если дом стоит, где в проекте дорога должна быть, убирали, не разрушая этот дом. Представляете, вот какое воздействие может оказывать вибрация на большие здания. А тем более на человека вибрации воздуха оказывают очень сильные действия. И вот такими знаниями обладали шаманы. И вот они даже лечили людей звуками. Сейчас только ученые начинают писать, что да, звуки, пение очень хорошо воздействуют на человека. И вот звуками таких инструментов они воздействовали на людей. Сейчас вы хватаетесь за голову, а древним человеком, конечно, это казалось волшебные звуки, сказочные какие-то, люди в транс могли впадать. Вот такие инструменты в древности изобретали и применяли в своих древних обрядах. Еще один такой небольшой инструмент, который тоже применяли в обрядовых действиях. Вот я тут много знакомых лиц вижу, уже с этими инструментами они знакомы. Так вот, как называется этот инструмент? Варган. Варган. Ну, а студенты что мне скажут? Почему называется этот инструмент варган? Потому что он варгает. Вот в чувашском языке очень много слов, которые обозначают смысл предмета, смысл действия. А этот инструмент варгает, он варгающий музыкальный инструмент. Варган губас, варгаган губас. Чуваши еще называли его Тимер губас. Вот когда люди придумали железо, кстати, вот, те же самые, опять-таки, шаманы, мы говорим, они применяли передовые технологии своего времени. И когда человечество вообще придумало, как выплавлять железо, начали получать железо, начали изготавливать его из железа. И появилось второе название – Тимер губас. А гармошку как зовут, чуваши? Хут кубас. Почему хут кубас?
Потому что меха делали из бумаги. А сермегубас что за инструмент? Скрипка. Скрипка. Почему? Потому что здесь как бы мазать надо. Серме. Сереще. Сермегубас. Кубас, слово, это фактически, мы говорим, музыкальный инструмент, это кубас. Многие народы называют свои инструменты, дойдем до них, кубыс. Тоже вот народу общались, перенимали друг у друга слова. Кубыс тоже означает различные виды музыкальных инструментов. Парган, парган губас, паргает он. Пожалуйста. Обычно, когда слышат звук этого инструмента, говорят, а, это у чукчей. А почему так говорят? Как вы думаете? Потому что они сохранили и до сих пор используют. Вот. Потому что там сохранились по большей части. А на самом деле, вот к вам вопрос. Кто-нибудь с Маргаушского района есть тут родом? Знаете, на границе Маргаушского района и Марийской республики, на берегу Волги, недалеко от Сундыря, был Хулаш, городище. Как оно называлось? Я не помню, мне рассказывали про это. А сами не были? Нет. Вот можете собраться всей группой там и ехать туда на экскурсию. Величавое место такое, высокий берег Волги. Там десятки километров в одну сторону видно, десятки километров в сторону Чебоксар. И когда 1000 лет назад по Волге спускались ушкуйники, а кто такие ушкуйники? Разбойники. Грабили они разные города, этим жили. В этом городе поджигали костры. И дым костра, и пламя костра был виден даже в Чебоксарах. Это был сторожевой город. Чуваши его называли Щуламгула, пламя город. А марийцы его называют Аламнер, даже книгу выпустили под названием Аламнер. И в этой книге есть данные по археологии. На месте этого городища нашли 5 таких варганов. Это доказывает, это город Великой Волжской Болгарии, вернее, Волжской Булгарии периода тысячелетней давности. Вот этот очень яркий показатель, пример, что это булгарский, чувашский, древний музыкальный инструмент. Парган губас, варкаган губас. Вот. И вот, ну, на самом деле, побывать, я каждый год туда езжу. Такое вдохновляющее место, очень интересно. Недалеко от этого места, кстати, если вам интересно, единственный Чуваши водопад. Можете туда заехать, тоже интересное место. Там же недалеко раскопанное древнее место, где котел огромный. Котел, он, знаете как, вот такой величины, где выплавляли, археологи говорят, некоторые говорят железо, я-то думаю, что там просто изготавливали известь, потому что залежи извести там рядом. То есть известь вместо цемента использовали. При кладке там церквей, домов, вот кто побогаче был. Вот такие интересные места там есть. Можете побывать. Очень-очень даже интересные места. Там и отдохнуть можно. Кстати, кто воздухоплаванием занимается, там дельтапланеристы летают, потому что берег очень высокий. А Волга испаряется, и дельтаплан очень хорошо высоко поднимает. Вот такие интересные места. Вот можно
по чувашской истории, конечно, здесь много рассказывать, но опять-таки с привязкой к музыкальным инструментам. Так вот, эти инструменты по-чувашски шахлыч. Все, что свистит, чуваши говорят шахлыч, шахарать. Потому что свистит он, шахарать, шахлыч. Так вот, как я уже сказал, по большей части в деревнях эти инструменты изготавливали пастухи. У них и свободное время было, и они хорошо знали природу. Вот сейчас мы в телефонах-то сидим, вот, тыкаемся туда-сюда. Надо быть почаще на природе и узнавать его секреты. У нас в средней полосе России, в Чувашии в частности, растут травы, у которых ствол как трубка. Какие травы знаете, у которых ствол как трубка? Одуванчик, правильно. Из него тоже некоторые вещи можно делать. Еще? Хомаш. Хомаш. Ну, надо говорить правильнее, надо говорить, если уж вы изучаете язык и все прочее. Тростник. Тростник у нас растет вот такого диаметра, максимум. В жаркую погоду у него диаметр больше, и он крепче. Из них как раз, кстати, вот такие инструменты изготавливать очень удобно. А в годы, где много дождей, холодно, они растут совсем маленькие. Так вот, а с какой травой сейчас борются? О, а ствол у него какой? Трубчатый, да. А борщевик, он по-чувашски как звучит? Пулдран. Ну, литературно. Пулдаран. Путран. Так вот, хакасы, музыкальные инструменты, которые вот флейты, так и называют пултран. Представляете? Так вот, уже этот пример показывает, что наши народы кочевали и в соседстве с хакасами даже жили когда-то. Представляете? Вот таких примеров, связанных с музыкальными инструментами и доказывающие, что наши народы, наш народ путешествовал и кочевал с разных мест, очень ярко показывают. Так вот, путран. Путран бывает разный, борщевик. Обычный борщевик, я из него каждый год варю борщ. Борщевик. Очень вкусный, полезный. Ну, варят еще из сныти, да, из щавеля, из крапивы, в том числе и из борщевика. Борщевик сибирский, который у нас растет в огороде. Он метр с чем-то бывает, у него тоже ствол как трубка. А борщевик, вот этот вот борщевик, борщевик Сосновского, в свое время его начали распространять по всей территории Советского Союза для того, чтобы силос делать на корм скоту. Ну, вот не продумали окончательно, вот, ученые тоже иногда ошибаются, да. Оказалось, что молоко горькое, да еще когда начали убирать это растение, если сок попадет на руки, можно получить ожог под воздействием солнечных лучей. Так вот, я эти травы собираю, когда она уже пересохла. Вот сейчас, когда снега еще не так много намело, до метелей февральских, да, можно идти по болотистым местам, вдоль дорог и срывать эти травы. И сразу же начинать играть на них, как на нормальном музыкальном инструменте. В качестве примера я вам покажу. О, где же? А я его, по-моему, даже и не привез. Ну ладно, вот в качестве примера вам. Вот это. Сорвали траву, даже не проделав эти отверстия, я даже сейчас вот, смотрите, можно играть. А метод извлечения звука такой. Вот на этот вырез надо направлять плоскую струю воздуха ртом, как будто пыль сдуваешь. И должен появиться звук. А вдруг появится случайно.
я даже пальцем еще не шевелил, да, уже можно музыку играть. А если открывать по очереди вот эти отверстия, то получаем гамму. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Хотя у меня музыкального образования нет, извините. Кто-то, наверное, и в музыкальную школу ходит. Но, как в старину пастухи, как я уже говорил, нигде не обучались, изготавливали, сами и играли. Так вот, поэтому говорю, любой из вас можете взять дудочку и начать играть через некоторое время. Мне понадобилось где-то около месяца, когда я 10-11 лет назад впервые взял такую флейту, как есть же басня, обезьяна смотрит на очки, и что с ним делать, не знает. И так ладит, точно так же я пробовал играть, вот, и через месяц у меня начали появляться какие-то звуки, мелодии. И вы тоже можете начать играть, и в конце концов, и потом изготавливать эти древние музыкальные инструменты, если затянет это дело. Но кто увлекающийся человек, вот музыка и музыкальные инструменты очень сильно втягивает в эту область. Так вот, дудочки. Давайте послушаем, как звучат, например, борщевик. Это одна из трав, которая растет в виде трубки. Дудочка из борщевика. А есть у нас еще одна трава, которая растет в виде трубки. По-чувашски шурлах кипщи. Южные чуваши, анаты и чуваши, их называют шамакай. А слово кипще в переводе на русский что означает? Ствол пушки. Переведите на чувашский. Пушка — это не пожал, пожал — это ружье. Пушка, туба, туба кипщи, ствол пушки, туба кипщи. Кипще, вот многие даже травы так называют, кипще — это ствол. Так вот, шурлах кипщи, если борщевик ребристый, то шурлах кипщи, дудник его называют по-русски. Дудник, дудочки делали из этих трав. Вот дудник как звучит. Вот дудник. А дудочки ведь делали из какого материала? Том жохлыч. Том, переведите на русский. Глина. Глиняные дудочки. Маленькие глиняные свистулечки. Многие видели, так ведь? А вот перед вами большая глиняная дудочка. Во всем мире она известна под названием окарина. Окарина — это итальянское слово, которое означает гусиная голова. Похоже немножко. Так вот,
том же хлыч, глиняная дудочка. Вот глиняная дудочка. Опять-таки, многие народы, конечно, изготавливали их из глины. А в этих инструментах, дудочках, во флейтах, звук за счет чего извлекается? В традиционной флейте вот здесь есть пробка, пога. Пробка. И между пробкой и корпусом оставляется маленькое отверстие. Когда я дую сюда, воздух завихряется на этом срезе, начинает вибрировать, появляется звук. А чуваши традиционно играли вот на таком инструменте. Я его изготовил в разных вариантах, вот из дудника. Особенность этого инструмента в том, что здесь, во-первых, нет пробки. Звук надо извлекать необычным способом. Извлекали. Вот такие дудочки, флейты в некоторых музеях, которые находятся на территории Чувашской республики, они еще сохранились. А играли на них вот таким образом. Верхнюю губу вставляли на этот срез, на косой срез. И надо дуть между губой и нижней стороной этой дудочки. И должен появиться звук. Вот траву срывали, срезали, проделали несколько отверстий, все, инструмент готов. Вот. Очень простые, казалось бы, музыкальные инструменты, но звук извлекается необычным образом. Фактически эти инструменты можно из любого трубчатого материала изготавливать. Вот лыжная палка была, например. Из лыжной палки, ну, сломалась она, ну, думаю, давайте сделаю. Лыжная палка. Еще мы говорили, что в виде трубки растет тростник. Из тростника традиционно изготавливались очень широко распространенные музыкальные инструменты под названием сарнай. Сарнай-ба-палнай. Слыхали, наверное, многие. Сарнай. Вот звук здесь извлекается вот в таком пищике. Пищик, деталь называется пищик. Он пищит. Вот кто-то говорил, что одуванчик. Из ствола одуванчика тоже такие пищики можно делать. Можно делать еще из стручка акации, да, может быть, кто-то делал, да, ведь? Так вот, эта деталь, которая называется пищик, в таких серьезных музыкальных инструментах, как гобой, фагот, кларнет, звук извлекается в таких инструментах тоже пищик, только его называют почему-то тростью. Так вот, и изготавливают их, кстати, опять-таки из тростника особого сорта, который называется арунда донорс. Это южный тростник, у него ствол достигает там, не знаю, вот такого диаметра даже. А у нас
Тростник, он, как я уже говорил, вот такого диаметра растет. Сырнай. Многие народы этот инструмент называют зурна, а по-русски этот инструмент называется... Как? Слыхали, наверное, жалейка? Рожок. Слыхали? А почему рожок его называют? А потому что впереди инструмента приделывали, в данном случае у меня из бересты сделанная, и из бересты тоже делали, и рог сюда вставляли в качестве резонатора, усилителя звука. Можно на нем играть и вообще без этой детали, без рога. И звучит этот инструмент необычно. Жалейка. Сырнай, чувашское название. Так вот, представьте себе, соединили два таких инструмента вместе. И получился музыкальный инструмент, который называется... Ну, давайте, какой я вам покажу вначале. А вот он стоит. Здесь два пищика, два ствола тростника. В одном здесь 7 отверстий спереди, 6 отверстий, сзади еще одно отверстие. И здесь еще 3 отверстия. И вот этот инструмент, вот эта часть инструмента, вернее, шабар-вуллы. Шабар по-русски как? Как? Пузырь, волынка, да? Так вот, почему пузырь его называют? Потому что вот эту часть, резервуар для воздуха, который... Да, из мочевого пузыря делали его, из бычьего, из козьего и так далее. У меня, к сожалению, я не смогу продемонстрировать. Моя волынка ушла в Голландию, еще не изготовил вторую. Но поэтому сыграю вот на этой части. Секунду, вначале надо его настроить. Любой инструмент требует настройки на самом деле. Под звуки этого инструмента проводили не только свои праздники, обряды какие-то, под звуки этого инструмента даже людей хоронили в древности. И вот эта традиция хоронить людей под звуки музыки у кого осталась? У военных. Военных хоронят своих погибших героев музыкой, да ведь? А в древности это было очень широко распространено, между прочим. Вот. И применялись вот такие вот жалостливые, понятное дело, грустные мелодии исполнялись. Ну, опа. Найдете в деревнях гусиный пирог, подберите, соберите здесь, пригласите меня сюда, еще раз. Изготовим вот такой самый простейший музыкальный инструмент сарнай из гусиного пера. Здесь звук извлекается опять-таки за счет чего? Здесь проделано вот язычок небольшой. Когда дую, этот язычок колеблется, появляется звук. Ну, попробую.
опять-таки, надо настроивать. Ну, вы поняли, да, как надо изготавливать. Вот это тоже сарнай из гусиного пера. То есть в древности применяли очень много, вот все, что человека окружает, для того, чтобы изготавливать музыкальные инструменты. Кстати, вот кусочек борщевика. Здесь отверстий нету. Просто вот так вот пастух шел, ага, увидел борщевик там или другую траву, дудник, срывал и начинал играть сразу, как на музыкальном инструменте. Но единственный секрет здесь, необходимо проделать небольшой вырез. И на этот вырез, как я уже говорил, надо направлять плоскую струю воздуха. Вот кусочек борщевика как звучит. Приобщайтесь, изготавливайте и болеть не будете. Потому что, когда человек играет на таких инструментах, у них так накачиваются легкие. Любой ковид мимо вас пройдет. Не почувствуете даже. Вот. То есть польза от музыкальных инструментов не только вот в том, что мелодия, вибрации на человека действует, да еще себя можно накачивать, легкие можно накачивать. И на соревнованиях будете впереди. Так вот, что вам еще показать? Ага, вот еще один инструмент. Секрет, это опять-таки сарнай, икчулгахла сарнай, то есть сарнай, у которого звук извлекается две пластины. А две пластины как сделаны? Взял вот большого диаметра тростник, нашел его, надо в природе ходить, искать, это очень редкий такой диаметр здесь вырастает. У нас когда жаркое лето, как я уже говорил. Так вот, сплющил я его, а чтобы сплющить, надо его нагревать. Нагреваешь, на газу можно, на костре можно, в кипяток надо опускать и медленно-медленно сплющивать его нужно. И вот этот инструмент традиционно изготавливается и известен под названием дудук. Дудук называют его грузины, дудук называют его армяне и спорят между собой. Армяне говорят, нет, это наш традиционный музыкальный инструмент. Грузины говорят, нет, наш. Так вот, радуйтесь, это чувашский музыкальный инструмент. Потому что, ну, опять-таки показывает, что чуваши по соседству с этими народами жили когда-то. Сколько лет назад? Сейчас дружно ответим. На берегу Каспийского, в предгорьях Кавказа. Великая Булгария. Великая Булгария. Да. Так вот, столица были там разные время. Варачан, Семендер, да? Вот Варачан город стоял, например, на горе. А гора так и называется по-чувашски до сих пор Чангату. Представляете? Вот опять-таки показывает, что чуваши свои названия оставили и на Кавказе. И общались, конечно, перенимали друг у друга. А кто кому что передавал? Это мраком покрыто. Это наш общий музыкальный инструмент. Икчулгахла сарнай. Звук у нее необычный. Ну, наверняка слышали все.
Сырнай. Икчубак, Сырнай. Плач, например. Да, вот. Ну, разные мелодии опять-таки можно играть. Да. Ну да, вот у него такой вот звук необычный. Обычно слышишь эти звуки, они сразу напоминают горы какие-то. Вот. Необычные музыкальные инструменты. Звук и мелодию можно играть даже. Знаете, да? Как называется этот музыкальный инструмент? Турагубас. То есть кубас из расчески. Ну, попробую. Кстати, я вот вчера только придумал такую интересную вещь. Усилитель звука. Вот это вот нитка. Такого инструмента ни у кого нету. Вот эта нитка позволяет. Вот вчера вечером, после 11 часов, придумал такую вещь. Обычно играли без этой нитки. А с этой ниткой он как бы усиливает звук. Он передает вибрации этого инструмента. То есть, к чему я это веду? Эти инструменты, опять-таки, та же самая Сырнай, да, вот так развивалась, что начали изготавливать гобой, фагот. А все начиналось вот с таких вот простых музыкальных инструментов. Они развивались, добавлялись там некоторые детали, отверстия добавлялись, клавиши разные, удлинялись, из разных материалов начали их делать, металлические там и так далее, из разных сплавов. Собственно говоря, что такое гармошка? В гармошке или на баяне звукоизвлекающее устройство, оно какое? Меха. Меха, это они только воздух подают. Язычки. А звук, что Язычки. извлекает? А? Язычки. Язычки металлические, точно так же, как в этих, как в Сырнае. Меха раздуваются, давление создается, когда гармонист нажимает на клавишу, воздух начинает подаваться на эту пластину. Пластина там маленькая, металлическая. И эта пластина начинает колебаться, как в Сырнае, и появляется звук. Следующую клавишу нажал, следующая пластина начинает колебаться. Вот фактически ведь начинались все эти инструменты вот с таких простых музыкальных инструментов. А вот, ну, сейчас вот попробую все-таки извлечь звук. Он сорвал старый календарь, бумагу, вставляю сюда и попробую сыграть. А метод извлечения звука здесь такой. Надо самому петь, напевать мелодию. А бумага начинает вибрировать, и появляется дополнительный звук. А? Без нитки как звучит? Без нитки? Ну, похоже, но звук слабее чуть-чуть. Турагубас. Вот все, что человека вот сопровождает, из него умели извлекать звуки. Кто-нибудь с Урмарского или Сячевского района есть? Яльчики Поем? есть. Урмар. Урмары. Урмар, Вармар. 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 Чувашла, Вармар. Ага. Кавалият наяву. Хавал. Кавал. Кавал меня не білдіреді. Хавал. Чинячевал. Вот. Вот пирень, наши уже перехожу на чувашский. Чиндаракрадяшин дизель. У нас вот в Чувашии, насколько я знаю, названия деревень пишут.
Откуда произошло? А, это так звали там мужчину, основателя деревни. Все. Бармар, кавал, Вот кавал. туба. А вот перед вами кавал. Это музыкальный инструмент. Потому что везде. Я в этой деревне был, в Кавале. А есть еще в Яльчикском районе. Как называется по-русски деревня это? Русские почему-то называют его Избахтино. А по-чувашски так и звучит Кавал. В этих деревнях я бывал, вот, и мне пожившие много лет люди подтвердили, что в этих деревнях в старину изготавливали такие музыкальные инструменты в виде трубы. Это труба, по-простому. Еще и ярмарки бывали. Так вот, ну да, продавали эти инструменты, жили этим. В некоторых деревнях там, телеги мастерили, корзины плели, еще что-то делали, да, но занимались, работали. Надо же жить, зарабатывать деньги. Так вот, в этих деревнях изготавливали музыкальные инструменты в виде трубы кавал. Кавал очень широко распространенный музыкальный инструмент во всем мире. Опять-таки, различные виды труб. Там, какие инструменты в виде трубы вы знаете? Кларнеты разные, опять-таки, они ведь как труба, да? Только они у них там много изгибов, опять-таки. А это, они все вот с таких простых музыкальных инструментов начинались. И звук здесь извлекается необычным образом. Надо говорить бррр. Раньше были в школах пионерские горные. Там тоже надо было звук извлекать таким образом. Губами вибрируешь, и звук появляется. Так вот, в ваших телефонах, когда наше занятие закончится, забейте два слова. Труба Тутанхамона. И найдете много мистических историй. Вот как раз 101 год назад, в 1922 году, археологи раскопали гробницу Тутанхамона и нашли два таких трубы. Их назвали трубами Тутанхамона. Потому что этот археолог, он чувашский язык не знал, а то бы назвал кавал. Так вот, трубы Тутанхамона. С этими трубами связано много мистических историй, найдете в сети. И еще один пример. Как я уже сказал, эти инструменты известны во всем мире. Но ярчайший пример – это народы, которые живут в Австралии. В Австралии растут деревья под названием эвкалипт. И еще очень много муравьев крупных, которые называются как? Катка. Катка, это по-чувашски, да. Катка. Так вот, муравьи, которые живут в Австралии, разъедают мягкие сердцевину этого дерева, эвкалипта, и появляется дерево как ствол, как трубка. И из него изготавливают они инструмент, который называется, во всем мире известен под названием диджериду. Диджериду. Так вот, как он играет? Вот таким образом. Эти инструменты, конечно, применялись в военных целях в старину, да. Ну, слово диджей, наверное, тоже связано. Ну вот различные сигналы надо подавать, да. Ну и потом они вошли в фольклор. И как труба. И еще один инструмент. Так, ну что? Давайте я вам покажу. Многие народы изготавливали опять-таки различные музыкальные инструменты. Как мы говорили, в древности ведь люди применяли в обрядовых действиях. Вот такой инструмент, правда я его видел в чувашских музеях в маленьком варианте, укороченный такой, небольшой. Эти инструменты, они быстро выходят из строя,
потому что изготавливали их опять-таки из природных материалов, они не могли сохраниться и даже не находят археологи. Поэтому стопроцентно сказать, что это чувашский инструмент, я не могу. Но вот маленькие инструменты, они еще были так называемые шумовые инструменты. Этот инструмент называется по-русски посох дождя. Или по-другому, как музыкальный инструмент, маракас. Слыхали, наверное, да? Так вот, в своих обрядовых действиях применяли когда? Чтобы подражать звуку дождя. Ну, когда наступало жаркое лето, проводили какой обряд? Чумарчуги. И в барабаны стучали, и каши варили, и водой обливались, лишь бы вот своей едой задобрить силы природы, чтобы дождь пришел. И применяли вот такой инструмент, который это барабан подражает звуку грома, а этот инструмент подражает звуку дождя. А как маракас, на нем вот так вот играют. На эстраде нельзя сказать, что широко применяется, но применяется. Посох дождя, маракас. Секрет хотите узнать? Так вот, внутри семена. В зависимости от того, какой звук вы хотите получить, можно пускать, ну, даже мелкие камешки. Но здесь больше всего лущеного гороха. Можно сделать из крупного риса, гречку можно пускать. А секрет-то в чем? Он перетекает медленно, медленно, медленно. Не сразу же раз и ушло. Внутри есть препятствия. А препятствия, я их как сделал? Внутри как ежик. Палочки натыканы, много-много-много-много палочек. Прям буквально по спирали, вот так вот. И когда зернышки перетекают, бьются об эти камешки, палочки, и появляется вот такой необычный звук. А вместо палочек использовал я здесь. Как вы думаете, что? Зубочистки. У них вершинки-то острые. Воткнул зубочистку, выступающую часть сломал, воткнул, сломал, воткнул, сломал. Много здесь, как я уже говорю, как ежик. Вот такой релаксационный, такой музыкальный, самозвучащий музыкальный инструмент. Посох дождя. Так вот. У нас еще сколько времени? Еще 7 минут. Сколько? 10 минут. Еще 10 минут, очень хорошо. Так вот, обычно с детьми, когда я провожу вот такие вот уроки, как сегодня, я обычно спрашиваю: поднимите руки, кто в музыкальную школу ходил или ходит. Все дружно. Самоучка. Самоучка тоже хорошо. Подойдите сюда. Да-да. Подойдите. Так вот, на чем? Играла на чем? Училась на что? Фортепиано. Подойди, что умеешь? Подойди, пожалуйста. Халь была не инструментальный. Кинь. Анна, не бойся. Так вот. Составим оркестр. Ложки. Простые темпы.
И вот точно так же. Та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та. Вместе должны стучать. Ну-ка. И 4. Та-та-та-та-та. 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 Кто еще желает присоединиться? Смелые? Ну, еще один человек. Давайте. Так. Инструмент называется фуяра. Инструмент фактически дудочка, большая дудочка. Это не ружье, это не сабля, это дудочка. Здесь надо дуть вот сюда. Ту-ту-ту-ту-ту. Ничего, игры. Ну-ка. Не бойся. Резче. Ту-ту-ту-ту-ту. Так, вот они начнут играть, и под эти звуки должна ту-ту-ту-ту-ту. А? Так, наша барабанщица, ведущая, она будет стучать, ну, можно двумя, ну, да, ну, молодец. Да, так, начинаешь. Какие вопросы? А еще ансамбль колокольчиков не будет сегодня? Или вы колокольчик только один принесли? А, колокольчик, кстати, ну, садитесь, Ансамбль пожалуйста, и большое еще спасибо. звук у вас Да. летал. Да. Ну, смотрите, я же не зря начал урок наш с колокольчика. А завершая наш урок небольшой, опять позвольте сыграть на этом инструменте уже несколько по-другому. Вот таким образом. Это метод извлечения звука, когда по краю ведешь гладкой палочкой или по краю бокала мокрым пальцем, или тибетские чаши еще бывают, да, большие по краю проводят, и звуки аналогичные вот, звукам этого колокольчика появляются. Методов извлечения звука очень много. Придумывайте, применяйте, изготавливайте инструменты, которые будут опираться на эти методы извлечения звука. Продвигайте эти инструменты, играйте, веселитесь, радуйтесь жизни. Спасибо за внимание.